Что вообще такое детская психотравма? Травмой можно назвать любую ситуацию. Они бывают разные и несут разные там, посыл, да, так скажем. Возможно, вы испугаетесь, а я буду в шоке. И, допустим, там, начиная со Второй мировой войны, мы находились на стадии выживания. Получается один сценарий во всех трех случаях. И на этом фоне она не принимает его. И он он впитывает, это же дети, они впитывают отношение к ним, и он, будучи взрослым, не принимает себя, не принимает свой род, свою кровь. Я его подозреваю, что он мне изменяет. Всем привет! Вы смотрите канал Сокол Медиа, я Бегаим Курманбекова. Со мной в студии педагог, психолог Ариша Рустамова, и мы с ней сегодня поговорим о детских психотравмах. Здравствуйте! Здравствуйте! Давайте сначала определимся, что вообще такое детская психотравма. Травмой можно назвать любую ситуацию, которая повлияла, и это может быть множество ситуаций, которые повлияли как-то на психику человека, ребенка, взрослого и так далее. То есть они имеют какую-то последовательность, какие-то проблемы и так далее. Какие они могут быть? Они бывают разные и несут разные там, посыл, да, так скажем, потому что сама психика, она индивидуальная. Это говорит о том, что, допустим, если будет какая-то одна ситуация, и каждый человек будет реагировать по-разному. То есть если сейчас будет какой-то громкий звук, возможно, вы испугаетесь, а я буду в шоке. Почему это сейчас стало так актуально? Рыться в детстве, разбираться в себе, узнавать, какие у тебя были детские травмы? Я это называю брать большую лопату, чтобы покопаться в себе. Это стало актуально, потому что до этого у нас не было такой возможности из-за того, что мы, допустим, там, начиная со Второй мировой войны, мы находились на стадии выживания. И когда мы находимся на стадии выживания, наши родители, допустим, недавно, да, 90-е годы, Советский Союз рухнул, и надо было как-то выживать и уже адаптироваться. То есть это говорит о том, что мы должны были искать какие-то пути, чтобы прокормиться. То есть когда человек думает о том, что это базовые потребности, когда мы думаем о своей безопасности во времена войны, либо мы боимся, что мы завтра можем остаться голодными, у нас нет... мы не переходим на следующую стадию. То есть, а в стадии комфорта, допустим, сейчас есть все абсолютно, да, и все абсолютно доступно. И получается, мы перешли на стадию комфорта, и у нас появилась возможность работать над ментальным здоровьем. То есть это актуально стало только сейчас, да, получается, в странах СНГ, а в Европе либо в Америке это уже давно актуально. Можете, пожалуйста, подчеркнуть важность ментального здоровья и как это связано с детскими травмами? Связано оно вообще из корня, да. Очень многие вещи, которые мы не осознаем, почему мы так поступаем. Допустим, элементарно я могу отобрать у кого-то игрушку, и ребенок плачет, потому что у него есть вот эта потеря. И мама говорит: не плачь, тебе нельзя плакать. И ребенок, он думает, что да, мои чувства не важны, значит, я должен обесценивать свои чувства. И приходит это к чему? К травме. И в будущем, будучи взрослым человеком, он говорит, что да, ему нельзя грустить. Я же мальчик, я же пацан, мне нельзя грустить. И даже смертность, да, видели, продолжительность жизни у мужчин намного меньше, чем у женщин во всех странах. Потому что мы не научили детей проживать свои эмоции. Скажите, пожалуйста, как вообще можно узнать, что у взрослого человека когда-то были детские травмы? Методов очень много. Я начинаю с того, что там сейчас очень много очень легко мне определить. Я смотрю, если человек там качает губы, допустим, если человек там не принимает себя, он может какие-то изменения делать по всему телу. Это же татуировки могут быть. Вот. И это, ну, как по нарастающей, если мы будем проходить, да.
сценарий, который все время повторяется. Вроде бы человек первый раз развелся, второй раз развелся, третий раз развелся, но ситуация, ну, люди-то меняются, но ситуация не меняется, заканчивается одним и тем же. Получается один сценарий во всех 3 случаях. И тогда уже человек уже начинает понимать, видимо, что-то не так. И только тогда они начинают обращаться к специалисту. Можно ли самостоятельно определить, находишься ли ты на детской позиции, или для этого нужно обязательно пойти к психологу? Люди уже приходят, как бы оценивая всю свою ситуацию, все свои возможности, да. Он как-то борется, он все время берет потребительский кредит, да, и он понимает, что он в каком-то тупике. Либо очень часто приходит, потому что чего-то не хватает. Вот видите, есть все абсолютно. У человека хорошая должность, у человека есть хорошая зарплата, у человека есть и там семья, и вроде бы все хорошо, но глубоко в душе ему что-то не хватает, вот он глубоко несчастен. Давайте вернемся к теме детей. Сейчас из-за того, что у нас в стране рост миграции, именно внешней миграции, родители вынуждены оставлять своих детей бабушкам или дедушкам. Как это влияет на детей, и возможно ли после этого то, что дети получают травмы? Да, первое, что хотелось бы подчеркнуть, что дети, если растут с бабушками, с дедушками, затем, после этого они не принимают своих родителей как родителей. То есть они потеряли вот эту авторитетность. Они воспринимают, эти дети, как старшего брата и старшую сестру. Получается, своих родных, биологических родителей они воспринимают именно вот так вот. Это первое. Второе, далее они чувствуют, что не заслужили какую-то любовь. То есть, если мама от меня ушла, они вот именно таким образом воспринимают. Если папа ушел от меня, значит, я не заслужил любовь. И отсюда начинается вот это. Я сделаю все, чтобы ты меня не бросил. Я согласна, что ты будешь меня бить, там, и на все условия согласна, но лишь бы ты меня принимал. Первый сценарий. Второй сценарий, вот бывает же, вот они хотят понравиться кайнджур, да, допустим, они там отвергают, плохо про нее говорят, но она все равно старается, она говорит, я у них дома ремонт сделала, я им одежду купила, лишь бы принимали меня. А на самом-то деле это внутренний ребенок, который внутри меня глубоко сидит, и он говорит, я хочу любви, мамочка, прими меня, пожалуйста, я же хорошая девочка. То есть вот эту безусловную любовь не все дети получают, даже когда родители не уходят. Но вот эта травма, она есть. То есть это очень классно, что мы его затрагиваем, и о ней сейчас можно говорить. Также у нас есть дети, которые из-за каких-то причин растут одни без отца. Только с мамой, да, например. Как это влияет на них? Чтобы мужчина или женщина реализовались как женщина или мужчина, в первую очередь им нужен пример. Пример, как быть женщиной, либо как быть мужчиной. И получается, когда матери-одиночки воспитывают одни, у них нет примера, именно мужского, получается. И они немножко такие ранимые, они любят обижаться, это может вот так вот проявиться. Второй такой, я буду прям говорить крайности, очень интересно, что такие сыновья, они становятся бесплодными. Третий случай я видела даже на практике, то, что на консультацию приходили. То есть мама ушла, получается, мама ребенка ушла от отца, когда он еще был в утробе. И мама ушла с обидой. Они развелись, получается. Мама с папой развелись. И вот этот ребенок ко мне ходил на консультацию. Проблема была в чем? Проблема была в том, что у него была аллергия и неизлечимая. И когда мы начали уже работать с ним, выясняется, что мама потыкала, потому что она же уходит с обидой, и все вот это она проецировала на своего сына, потому что сын, оказывается, внешне очень похоже родился на мужа, бывшего мужа. И на этом фоне она не принимает его.
И он вот это вот, он впитывает, это же дети, они впитывают отношение к ним, и он, будучи взрослым, не принимает себя, не принимает свой род, свою кровь, и это приводит к аллергии. То есть можем ли мы сказать, что ментальное здоровье и вообще детские психотравмы тесно взаимосвязаны с нашим физическим состоянием? Да. Да. Сейчас говорят, что если у тебя там проблемы с желудком, значит там у тебя зависть, или я ни в коем случае не в таком русле, но если мы это рассматриваем, делая все вместе, то есть мы берем и работают и врачи, да, и психологи, и все вместе в совокупности дает очень хорошие результаты. Скажите, пожалуйста, как же проявляются вот эти травмы в дальнейшем будущем на отношениях мужем и женой? Очень круто, потому что мы начинаем опять же играть сценарии, которые наши родители научили. Как родители вели себя во время ссоры. И также ведут себя и дети. Это происходит совсем не осознается даже. И вот говорит, я его подозреваю, что он мне изменяет. Я говорю, у тебя были на это причины? Он говорит, нет никаких. Я расскажу, ну-ка, расскажи про родителей, что там было. Да, папа изменял маме. Я говорю, эта маленькая девочка боится, что опять изменит? Он говорит, да. То есть она боится, она видела это в детстве, и она проецирует, что да, это может случиться. То есть остался внутри какой-то страх, это может случиться со мной. То есть этот сценарий у нее уже был в жизни. Обычно, особенно по транзактному анализу, есть такая теория, что там до 7 лет уже есть какие-то сценарии, по которым мы дальше живем. И есть такие триггерные моменты, допустим, мама там ругала, что-то не сделала, и всегда ругала и называла плохими словами, и в это время ребенок себя чувствовал, скажем, ничтожным, нелюбимым, непринятым и так далее. И, допустим, он забыл купить молоко, муж, будучи взрослым человеком, и жена говорит, почему ты не купил молоко, и он, вот эта триггерная точка может заново возвращать его в детство, и он опять же испытывает вот эти вот, прям накрывает его, и он чувствует, что да, я ничтожный, а корень-то там, и он начинает агрессировать, потому что ему сейчас надо себя защитить. И на этом фоне происходит вот такая вот ссора, и вроде бы никто не понимает, в чем дело, но корень может быть там. Скажите, пожалуйста, как можно проработать, какие методы есть, чтобы, избавиться, может, от этих детских травм или понять себя? Обращаться к специалисту, обращаться к психологу. Но кроме этого, недавно меня спросили, говорят, а сейчас все дышат маткой, сейчас все стоят на гвозди, сейчас какие-то МАК-карты используют. Работает ли это? Я для себя такой ответ уже приняла, что любая вещь, если тебе помогает на здоровье. Сейчас очень популярно говорить про энергию. Вы, наверное, тоже слышали, да, что вот такая энергия поможет там привлечь финансово, или вот такая энергия поможет улучшить твои отношения и так далее. Что вы об этом думаете? До этого я говорила, что я там работаю еще преподавателем, и для меня очень важна научная часть, чтобы это было научно доказано, потому что пару раз я была свидетелем таких энергетических завязок, отвязок, как они называют, и для меня это было не совсем доказанные методы, то есть не научно доказанные. То есть за этим может что-то стоять, но я так не воспринимаю это как... Допустим, гвозди, допустим, МАК-карты, трансформационные игры сейчас очень популярны. Это все инструменты психологические. То есть, получается, у меня есть определенная методика, я работаю с клиентом, и я могу использовать эти инструменты. А они взяли просто отдельно один инструмент и начинают вот этим вот помогать. Если это помогает, то вообще без проблем. Но работа с энергиями, мне кажется, это что-то подстороннее. А вообще можно ли избежать получения детских травм? Тут, мне кажется, другой вопрос. Есть ли вообще люди без травм?
Раньше бы я ответила, что я таких не знаю и нет. Но сейчас в жизни я начала встречать людей, да, которые живут без травм. То есть они не получали никаких травм и прекрасно с этим справляются. И я скажу, да, есть люди без травм. Вот есть ли момент определенный, когда человек должен понять, что у него в детстве были какие-то травмы? Потому что я сейчас сижу, например, от ваших слов пытаюсь в себе разобраться, так, были ли у меня детские травмы. Вот каков предел или что должно произойти, чтобы человек понял и осознал, что у него там в детстве все-таки что-то было не так? Классно. Если, допустим, он чувствует, что что-то не так, опять же, возвращаемся к чувствам. Если он чувствует, что какие-то вещи повторяются, если он чувствует, что он застрял, вроде бы рос, и застрял в каком-то месте, допустим, закончил университет и даже не знает, что делать. И в эти моменты уже можно обращаться к специалисту. Тогда вам свободный микрофон? Мир, он такой, каким ты его видишь. И вот я очень долго разбиралась в этом вопросе, когда нам говорят, что такое психология, что она изучает, я всегда отвечаю, что психика. Я не могла найти ответ, что такое психика. Вроде бы так просто и вроде бы так тяжело. Руками не пощупаешь, да? И есть такой психика — это субъективное отражение объективной реальности. О чем это говорит? Когда есть у меня что-то, что я знаю, исходя из своего опыта. Допустим, если я первый раз обжеглась горячим чайником, и в следующий раз я буду знать, что чайник может быть жестоким. И в следующий раз я буду видеть только горячие чайники, когда буду заходить на кухню. И получается мир такой, каким я его вижу. И если каждый человек будет искать в этом мире доброту, любовь и что-то прекрасное, этот мир действительно для нас откроется в новом виде. Каким-то прекрасным, каким-то добрым и, возможно, даже великодушным. Я очень люблю вообще делиться знаниями, и да, я надеюсь, что это будет полезно. Спасибо вам, что вы пригласили.